К 55-летию Эжвинского района, его отметят в августе, все центральные площадки и места отдыха заметно преобразятся. Сейчас жители голосуют за объекты, которые это коснется в первую очередь. Средства выделят в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Выездные выборные пункты устанавливают на различных площадках. Один из таких сегодня даже функционировал на пешеходном бульваре, где дети и их родители отмечали День объятий. Любовь Филиппова о том, как это было. Детский смех, светящиеся глаза и красные щеки. В этот зимний день детский батальон и не думает сидеть на месте, с азартом выполняя все задания ведущих. Веселые эстафеты, хороводы и танцы. День сегодня для малышей действительно особенный. Мы сегодня с вами собрались отметить праздник, День объятий. Дарить любовь и тепло всем окружающим – главный девиз акции, которому дети следуют с удовольствием. Обниматься на играх приходится не только руками, но и вообще всеми частями тела, даже носом, как заведено на Востоке. И хотя праздник сегодня рассчитан на детей, все-таки сам День объятий относится ко всем, даже ко взрослым. Организаторы утверждают, что в этот день можно обнять любого человека, даже незнакомого. С праздником! И вас тоже! Акция «Выходи гулять» проходит в районе не впервые, и каждый раз жителям предлагают разные способы развлечься. В канун Нового года, к примеру, эжвинцы сооружали цветные скульптуры из снега. Тогда в конкурсе участвовало 10 команд. Сегодня на празднике порядка 50 человек. Задача каждый раз одна – обратить внимание жителей на программу формирования комфортной городской среды. В рамках этого чудесного праздника дети смогли прийти, поиграть вместе со взрослыми, поучаствовать в эстафетах, в играх. Взрослые, в свою очередь, смогли пройти в Центр коми-культуры и отдать свой голос за один из объектов, который будет благоустраиваться в рамках этой программы в 2018 году. Такой общенародный способ определения объектов для благоустройства жители города одобряют. Мне очень интересно, потому что хотелось бы, чтобы неопрятных площадок становилось все меньше и меньше, чтобы все было так же красиво, как здесь. В списке для голосования сегодня 4 объекта. На первом отборочном этапе их было почти 90. 2 из них, которые станут народными лидерами, городские власти благоустроят в первую очередь. Достаточно активно эжвинцы включились в голосование. Предыдущая выемка, она состоялась в прошлый четверг, показала, что проголосовало порядка 90 человек за несколько дней. Мы будем выносить ящик, присоединять его к мероприятиям, которые проходят в рамках фестиваля «Выходи гулять», и давать возможность людям проголосовать прямо здесь сейчас. Выбирать объекты будут до 9 февраля. Постоянных пунктов для приема голосов в Эжве 2 на базах администрации и Дворца культуры Бумажников. Встречать свое 55-летие район, надеются жители, будет уже с обновленными площадками. Любовь Филиппова, Олег Юшков, телеканал Юрган, Эжвинский район.